В Якутском технопарке открыли школу дополнительного образования Green Lab School. Проект был запущен в 2017 году на базе Саха-политехнического лицея Якутска, «Зеленая лаборатория» и участниками фонда Сколково. Там школьники научились проводить эксперименты, писать научные статьи и исследования. О наследии якутской науки в сюжете Саргаланы Неустроевой. Идея запуска проекта Green Lab School пришла его создателям внезапно. Изначально на базе технопарка было создано гидропонное оборудование. Но где и как его реализовать, разработчики не знали. Тогда и было принято решение организовать научный кружок. Неожиданно идею проекта поддержало много школьников, которые благодаря Green Lab School ежегодно становятся дипломатами международных и федеральных научно-практических конференций. Сейчас дети, я просто удивляюсь, глядя на них. То есть мое поколение такими вещами вообще как-то не очень увлекалось. А тут, они даже просто видят вот это железо, вот эту гидропонику, и то, что зимой возможно вырастить даже вот свою какую-то зелень, да, просто вырастить, даже не просто провести эксперимент. Для них это уже увлекательно. И потом, в дальнейшем, когда они вот первую защиту научную пройдут на какой-либо конференции, после этого их уже, как сказать, за уши не оттащишь от этой работы. Сейчас школу посещают 12 учеников Саха-политехнического лицея города Якутска. Все призеры и участники не только научно-практических конференций, но и студенческих биохакатонов. Самый старший из них, Илья Егоров, начал свою деятельность еще 4 года назад и как результат занял первое место во Всероссийской научно-практической конференции «Шаг в будущее». В первую очередь, это сам интерес темы, то есть на тот момент это было довольно актуальным и новым, то есть вообще предрасположенность к биологии, интерес к этому, и дальнейшие перспективы. Самое главное – это опыт, который дала мне вот именно занятие гидропоникой. То есть, если даже база, она биологическая, то с нее можно много куда ответвляться. Допустим, у меня все мои работы были более экономического характера, и это помогло мне понять то, что свое будущее я хочу связать в работе с людьми. Как признается создатель школы, оборудование, которым была оснащена лаборантская в лицее, постоянно ломали, да и помещение не предрасполагало дальнейшему росту. За помощью разработчики обратились к Якутскому технопарку. Биотехнологические разработки, они являются тоже одним из векторов потенциального роста для наших резидентов. И думаю, что если мы сейчас будем смотреть на подрастающее поколение как на научный потенциал, мы сделаем все-таки прорыв в будущем в области биотехнологий, в области разработок медицинских препаратов, и так далее. Несмотря на то, что проект имеет некоммерческую основу, лаборатория быстро развивается. В скором будущем создатели школы объявят о новом наборе учеников в разных возрастных группах, а также расширят базу научных исследований от зоологии до информатики. На сегодняшний день у Green Lab School нет аналогов во всей республике, а может даже и в России. Саргалана Неустроева, Семен Семенов, Якутск.